Пока браконьеры охотятся на запрещенных животных, охотнадзор вылавливает их. Добывать сейчас можно боровую, водоплавающую дичь и самцов копытных. Инспекторы следят за всеми правилами охоты. Даже методы браконьеров не всегда бывают гуманными. Охота запрещенным способом. Это, например, охота из-под фар, когда животное находится в беспомощном состоянии. Сейчас рейды проводятся усиленно, пока не закончится сезон. С начала года в 300 проверках было выявлено более 200 нарушений. Но Минохрана природы следит не только за следованием правил, но и за численностью охотничьих ресурсов. С давних времен очень хорошая популяция косули и лося здесь была. Но в последние годы было очень большой пресс со стороны охотников. И, соответственно, подорвали численность. Участки воспроизводства созданы, чтобы увеличить количество животных. Здесь есть специальные места подкормки. За ними следит егерь. Арсен Иванов работает всего месяц. Сейчас он как раз достраивает очередную кормушку. Молодой егерь признается, спокойная работа на лоне природы самая подходящая для него. Мне самому так нравится в тайге. Смотрим за изгородью это кормовых полей. Короче, ремонт. У нас там утки есть, вот за ними подкармливаем. Кроме подкормки, на участке есть места, где животных выхаживают, если они попали в трудную ситуацию. Для воспроизведения численности охотничьих ресурсов на участке существуют специальные вольеры для зайцев, лосей и оленей. Здесь у нас проживает маленький лосенок. Лосенок Кюнчана – сирота. Родителей он лишился из-за браконьеров. Добрые люди сами доставили его на участок. Здесь он проживет, пока полностью не окрепнет. У нас уже есть опыт передержки вот таких вот лосят. Мы выдерживали их, значит, до определенного периода. И обычно после охотничьего сезона выпускали в естественную среду. Сейчас вот здесь на нашем участке здесь у нас ходит 2 лося. Всего в республике 5 таких участков воспроизводства. Кроме Намского улуса, они расположены в Мегино-Кангаласском, Амгинском и на границах Горного, Хангаласского районов и города Якутск. Именно в этих местах за последние годы численность охотничьих ресурсов снизилась в разы. Юлиан Бояркин, Денис Попов, Вести, Намский район.